«Сад-гигант», говорит агроном-плодовод Владимир Федченко. Помимо этого, выглядят они очень аппетитно. И что еще более важно, этот сорт является иммунным к парше, то есть к заболеванию, которое характеризуется наличием маленьких пятнышек на плодах и листьях. Это яблоко очень качественное по своим вкусовым характеристикам, по своим товарным качествам, по своим, в принципе, всем органолептическим свойствам. Оно шикарную дает окраску, оно с желтой мякотью. Сорт итальянских яблок выращивается по всем современным технологиям и инновационным методам с применением противоградовых систем. После того, как плоды созревают, их, конечно же, нужно собрать. Так, работники «Сад-гигант» бережно срывают яблоко одно за другим и аккуратно кладут его в ведро. А затем также аккуратно высыпают в общую тару, придерживая яблоки рукой. Все это делается не спеша и очень деликатно, для того, чтобы ни один из эксклюзивных плодов не пострадал и не потерял свою эстетическую красоту. Этот необычный сорт яблок не единственный, который выращивают в «Сад-гиганте». Владимир Федченко рассказал о том, что в данный момент на испытании находятся такие же иммунные сорта яблок. Также есть у нас на испытании еще 5 резистентных сортов этого консорциума. Они у нас сейчас на испытании, они пройдут испытания и в дальнейшем будут внедряться в производство. Всего яблони этого сорта посажены на площади 63 гектара. В дальнейшем эта площадь будет увеличена до 200. Планируется собрать 1000 тонн яблок торговой марки «Мади». На сегодняшний день уже собрано 550 тысяч тонн. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События». Вот это груша, которую мы тут отыскали на берегу. В общем, груша это уникальная. Не знаю, насколько она вкусная, но под тяжестью плодов, вот они, согнулись тут ветки некоторые. Вот, они, в принципе, как виноград. Если смогу сфоткать. Короче, вот так. Вот их очень тут много. Вон там вся ветка. Тоже в грушах. Вот груши. Вот, но они очень маленькие и твердые. Кушать их, конечно, наверное, не получится. О, насколько красиво. Вот такие вот груши на берегу речки.